Это растопленный шоколад. Сейчас мы его распределим по формам, как только он немного охладится, и будем делать красивые декоративные шоколадки. Растопить, перемешать, разлить формочки и украсить глазурью. Азам приготовления шоколадных конфет школьницы учатся тут же на практике. На готовку сладкого десерта уходит около часа. Еще один немаловажный штрих в кондитерском ремесле – красивая упаковка. Теперь своим сладким презентом можно спокойно угостить и близких. Мастер-класс учащимся понравился. Очень интересно и познавательно. Я буквально не могла оторваться и слушать это. Все это оказалось очень полезным для меня. Учитывая сегодняшний день, очень бы хотелось, не отказалась бы от такой профессии. Такие практические занятия для школьников проходят в рамках проекта «Билет в будущее». Благодаря ему ребята знакомятся с азами разных профессий. «Билет в будущее» – это проект ранее профессиональной ориентации учащихся с 6-11 классов. Реализуется он в Ингушетии уже второй год подряд. Участвует в нем более 3000 школьников и 60 педагогов-навигаторов. В другом кабинете уже учащимся из Джейраха объясняют, как оказывать первую медицинскую помощь. К примеру, как останавливать кровотечение или делать искусственное дыхание. Вы должны подойти к нему на ухо, посмотреть, понаблюдать за его грудной клеткой. Если он дышит, грудная клетка что будет делать? Поднимается. Джейрахская школа к проекту подключилась в этом году. В нем участвуют 80 школьников. Перед тем, как выехать на практические занятия, с ребятами провели беседу и тесты, какая профессия им ближе. Я очень рада, что наша школа в этом году участвует в этом проекте. И я выбрала медицинское направление, потому что в будущем я вижу себя медиком. Дети с большим интересом вступили в данные пробы. У нас очень много учеников, которые зарегистрировались, и мы сейчас посещаем пробы по направлениям, которые выбрали наши дети. У нас есть направление гид-экскурсовод, медицинское направление, программирование, пожарные, спасатели МЧС. Сфера IT оказалась самой востребованной, поэтому и потока учащихся и мастер-классов больше. Так, в одном кабинете ребята узнают, что из себя представляет компьютер как система. Ну а в соседнем знакомятся с разработкой сайтов и приложений. Сайт для ресторана готовит и Рабия Цалоева. Планирует стать программистом. Мне очень интересно программирование, потому что из любой точки мира я могу зарабатывать, создавать в будущем свои приложения, свои сайты. К проекту подключились несколько образовательных площадок в регионе. На этой, открытой в колледже сервиса и быта, организаторы подготовили больше 15 практических занятий, начиная от медицины и заканчивая кулинарией и дизайном. Каждое занятие длится до часа и больше. 15 минут какого-то лекционного материала, где они узнают, что это за профессия, как она появилась, что для нее нужно, а дальше именно практическое занятие по направлению. То есть там сестринское дело, например, учили детей оказывать первую медицинскую помощь, программистов учили разрабатывать именно программы, писать коды, веб-дизайнеры занимались именно дизайном сайтов, приложений, и я думаю, что каждый из них для себя решил, хочет он этим заниматься или нет. Республиканские площадки профессиональные пробы, в основном они базируются на базе колледжей, это 3 колледжа наших, такие основные партнеры, и другие партнеры, которые специфические пробы оказывают там, в туристической сфере, допустим, в сфере программирования. Самое главное в этом проекте, что как раз решая одну из главных задач школы и образования – это сформирование самодостаточной личности. Всероссийский проект «Билет в будущее» реализуется в 85 регионах России по поручению президента страны и входит в паспорт проекта «Успех каждого ребенка». Он также часть нацпроекта «Образование». В стране он реализуется с 2018 года. Его цель – помочь школьникам найти свое призвание в жизни и не ошибиться с выбором будущей профессии. Дана Плиева, Асхабила Киев, Новости 24.